вот, настало утро. Вот так вот, еще пока темно. Ночью, говорят, ребята, минус 25 было. Ребята замерзли, да, ночью? Ну, было маленько, было с Дмитрием. Ну, Дмитричем, Володя с Дмитричем. Володя с Дмитричем замерзли, печку ночью обнимали и так далее. Вчера ребята, которые сетку проверять приезжали, сказали, что будет сегодня 25 ночью. Но, по-моему, так оно и было. Вот. У Володи там сработки. Сейчас скоро он пойдет проверять. Обязательно пойдем снимать это дело. Посмотрим свои тоже жерлицы. Вот. И сегодня будем стучать налима, ловить, пытаться щук, поймать сига, все тому подобное, короче. Нормальный такой, налимека. Крайний жерлиц не. Да ты чё? Ничего себе здоровый, слушай. Сколько в нем? Ну, небольшой, наверное, килограмм 6. Малыш. Тройник у него, поводок порвал. Когда вытащил, да? Да. Начал уже вытаскивать сюда, и бэм, поводок остался. Тройник у него, сейчас надо на базу тащить. А эти есть еще? Тройники? Нет, эти живцы. Да, что-то есть, там пару штук осталось. Живцы надо? Ну, я сейчас пойду на базу. Ты его наказал, нет, вот так? Ты наказал. Ну что, поздравляю. Я сейчас жерлицы буду переносить. Да, наверное. Ну бери живца, я сейчас пойду на базу, попробую, надо еще поймать. Еще живцов надо поймать. Я сейчас это тебе кану дам тогда сразу. Давай тогда. Я пойду на базу, надо сниму тройник. Ну вот, Володя поймал. Руки просто. Мы тоже поймали. Судя по тому, как Володя таскает их вдоль берега, налим ходит вдоль берега. Довольно интересно. Так, друзья, сходили с Володей на полярный круг. В общем, маленько размяли кости, так скажем.
А то целыми днями сидим. Тут. Сейчас шада искупаю. Единственный недостаток этой приманки — это то, что она обмерзает, оказывается. Фух. Ты же нормально спустился. В одном месте только круто. Я вообще нормально спустился. Да я не знаю, когда подумался, башмаки так проскальзывали, пробуксовывали. Так я скатился так, сел на башмак и так чуть-чуть плавно. Ага. О, господи! Да что такое-то, а? Где вся рыба нормальная? Друзья, сработал бокоплав. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! А, маленький паразит! Отпусти! А ну отпусти палец, маленький паразит. О, ну все. Кусаться будешь, вот тебе за это. Друзья, сработал маленький бокоплав Андрея Марара. Вот. Давненько я его не вытаскивал. И вот что-то мне в голову взбрендило вытащить бокоплав. И вот, пожалуйста. Совсем маленькая щучка схватила вот. Глазик заберем сейчас. Как раз мне его глазик-то и нужен будет, собственно. Насига. Еще кусается. Так, в общем, посидел несколько минут, даже практически, наверное, час возле полярного круга. Ничего не ловится, друзья. Поэтому остается только один выход. Идти готовить еду. Потому что кроме меня, походу, ее никто не сготовит. Пошел. Ну вот, друзья, ранее мной пойманная щучка сейчас будет мной успешно приготовлена и съедена. Ребята хотят, не хотят, но я пожарю по рецепту Оксаны Александровны вместе с чешуей. В общем, хочу обжарить щуку и приправить ее еще максой, подать. Щука в максе, так скажем. Так, пришли на табор. 16 градусов. А? На одну живцовую хорошую, одну хорошую. Ну отлично, отлично, молодец, Володя, как всегда. Просто молодец. Больше давай живцов. Ты нам живцы, главное, давай. Даю. От Володи. Задача у Володи простая, ловить живцов. А что дверь открыта? А я что-то низ не закрыл. Так, тепло.
варить. Уваривать не будешь. Ну, вот столько мы пожарим щуки. И вот столько же Макса печени. Че? Поймал что-нибудь? Мы не думали. Не поймал? Поймал. Вот. Пока одного. Рима? Бибочки брахал. Рима поймал, Дмитрич? Нет, Сига поймал. А, Сига поймал? О, вот это да. Дмитрич победитель у нас. Туда идти. Всего соревнования. Мои налимы вообще ничего не стоят. Так. Так что так вот, друзья, рыба ловится. Потому что я так и подозревал, что он там все равно поймает. Тут долго сидит. Высидел такие. Довольно долго сидит, да, подозрительно. Подозрительно сидел. Ну я искал там, считай, с той стороны не нашел. А, ну, красота. Ну ясно. Так, Дмитрич. Так, вторая стадия приготовления Макса. Отвариваем Максу. Ты что, ожидал, что ли, полетел? А сегодня что у нас? Сегодня суббота, уже сегодня летит. Сегодня коммерческий рейс. Нет. Ну, вот так вот у нас такой вот стол шведский. Срач стол, так скажем. Стол, да. Дай-ка мне этот ящик свой. Приятного аппетита. Эй, бляха. Приятного аппетита. Приятного срач в столе, да? Вот так кушаем щуку с, собственно, чешуей. Щуки с чешуей попробуй. никогда не ел. Так, как это не ел? С чешуей не ел еще. Да ты чё? Сейчас плеваться будешь чешуйками изо рта. Так она ж выжарится все. Не знаю, но Андрей сказал, что плеваться он будет. Не крупная щука, то нифига. Вкусно, пожарим. Все, ужарилось. Нормально, да? Да, очень вкусно. Короче, можно есть, да? Даже нужно. Вся чешуя ушла. Выжарилась. Оказывается, можно так есть, да? Ну, вообще да. Вот ты, Володя, сделал открытие для себя. Ну, не крупную щучку, да, можно. Ну, хорошо, ужаривайтесь. Да, любую щучку можно. Что ты? Не переживай, Володя. Это, ребят, у нас это Макса. Вареная печень трески. Ой, это трески налима. Да. Первый ты скажешь.
Тышка. Так, друзья, вышел постучать налево и заодно проверить жерлицы. Ну, тут который шланчик проверил. Так, все тихо. Вот это еще не проверял. Ага. Был удар только что, друзья. Промазало. Эх, содрал, елки зеленый. Налим. Короче, вечерний стук у меня так не получается. Придется опять идти в палатку за живцами. Вот, пойду схожу. Ну вот, друзья, что-то я подзамерз. Пойду-ка я домой. И так простоял уже где-то 1,5 часа, наверное. Поклевок. Одна поклевка была, вот сдернула рыбу. И все. Что-то здесь какой-то подход другой нужно подбирать на лиму. Вот. Что, сидите? Сидим, трындим. Что-нибудь поймалось? Нет. Итак, дорогие друзья, вот и настало утро. Сейчас вот утром Дмитрич поймал. Кого там? Лизя поймал, да? Окунька одного поймал. Вот Володя ходит, собирается потихоньку. Ничего пока не поймал. Вот. С утра снег пошел, погода испортилась. В общем, решили мы собраться и уехать. Поэтому сейчас поедем в другое место, порыбачим. На Харахан? Да. Поехали. Друзья, за все эти 4 дня я не поймал ни одного налима. У меня было несколько поклевок. Не знаю, чем я прогневал богов, но прям вот и он сходит. Сейчас иду на крайняя проверка жерлиц. Потом мы их снимаем и переезжаем на озеро. Володька уже жерлицу проверяет. Давай проверим. Подойдем, посмотрим, что у него там опять. Вот какой-то кто-то из дрова колов ударил ручкой. И вот ручка вся растрескалась, сломалась. Но благо сама батарея осталась. Вот. И она будет переделана. Насадим ручку на нее. Ты как-то неправильно рубишь. И под этот вообще не кали, под веткой. От края иди, вот где пробил, от нее надо идти. То есть, где лед кольнутый, там она проще колется, чем там, где не кольнутый. Понимаешь? Наоборот, в сторону неколотого льда пытаешься идти. Нет, ты просто не умеешь колоть лед. Пытается вот пробить, ну, новый лед пытается пробить. Хотя есть уже пробитый ранний лед. Да нет, там 150, надо, я же побольше хочу сделать. Нет, я тебе технологию рассказываю. Ты смотри, ты стараешься пробить лед, который цельный. Ты его не пробьешь никогда. Нужно колоть, который пробит уже, вот. Отсюда вот потихоньку идти вот по краю. Смотри вот. И она будет вся уходить. Видишь? Смотри. Видишь, тут хоть сколько толщина, она все равно идет, ломается, вот. Пусть хоть там, хоть 50 сантиметров, хоть метр, но если льду есть куда идти, он будет идти, понимаешь? Все, он пошел. Видишь?
тоже надо уметь колоть. Это не просто так взял там и дырку выкупил. Опять ты меня, блядь, под танки бросай. Опять я говна в комментариях сейчас словлю. Почему? Опять я сейчас... Ты его с собой взял, ты его берешь. Это все, я сейчас это... Давай, Ой, давай, блядь. вытаскивай. Нет там живца. Вот, друзья, я всегда Володю учу, а он все переживает, что вы его начнете хаять. Опять сейчас говном меня закидает. Поэтому не надо его закидывать говном. Слава меня троллит, Это учение, друзья. Слава меня такой- вечно подтролливает, а потом меня зрители говном кидают, блин. Дело в том, что то, чему я учился годами, я Володе рассказываю за 5 минут. То есть это величайшая наука от клевой рыбалки, друзья. Величайшая честь быть, Слава великий тролль, блин. быть наученным. Вот. Теперь он знает, как колоть лед. И вы, друзья, тоже, наверное. Вот так вот. Я, допустим, хожу только с ножом. Смотрите, у меня нож. Вот. Достаточно вот этого ножа. Лед толстый. Но я его все равно буду сейчас колоть. Так, на этой жерлице пусто. Чем мне нравится эта жерлица, она вот очень компактная, ее раз и карман. Ну и крайняя жерлица, она тоже не сработала. Короче, тут налим вообще не проходит. Володьке там повезло, он поймал ход налима, нашел. У него там постоянно налим. Ну вот, друзья, в закрытии нашей поездки мы приехали с ребятами на озеро. Это озеро, на котором мы рыбачили в прошлый раз. Вот, везем рыбу. Дмитрич уже вытащил горбача. Слушай, хорошего взял. Прям яркий такой. По дороге Володька нашел свой нож. Кто-то его нашел, повесил на дереве. Вот оно. У него тут лежит. Вот. Ну, вообще, друзья, рекомендую таскать ножи, конечно же, на поясе. Поэтому там они будут целее, сохраннее. На озере есть рыбаки, посмотрите. Вот. Они уже здесь рыбачат 3 дня. Наловили кучу, надубасили кучу рыбы вон вдоль всего озера. Вон там у них даже балок стоит прямо на озере. Вот. Посмотри, вытащил рыбу. Вот. Так. Медведь! Владик! Такой пойдет? Был подбой опять. Что такое? Щучка. Чуть обратно нельзя нырнула. Вот так вот, друзья. Есть и такая у нас рыбка. Здорово. Здорово. А то хуёво Рыбак пришел. мешка 3 должен быть у тебя. А это что за хуйня? Вот камера стоит, снимает тебе.
Ну рассказывай, что как рыбалка идет. Дери. Какой, блядь, та же неохота выходить из-за такой рыбалки. Там в балке сидел, да? Ну да. Сколько наловили-то? Сколько здесь уже находитесь? Дня 3? Дня 3? Мешка 2, наверное. За 3 дня? 3 или 4. 3, по-моему. Пока готовим. Щуки, окуни только, да? Да. А это Да сорока? нет, сорожки-то есть. Сорожки тоже есть, да? Немного. По А, одному, ясно. по два, как здесь. Телятку не ловил? А? Или не ловится? Ловится на сеть. Не, не на сети, а на утку. А когда она ловила? Не знаю, вот мы О! хотим. Это я понимаю. А черная? Да, Сейчас, на ГМ. да, смотри, а там нету рыбы. Мы на этом были, под полярным кругом. А в самом этом нету. Вот такие щучки вот такие стали вот. Блядь, что покрыло, наверное, где-то. Сейчас Ну. не входит. Ну да, что-то там случилось. В общем, вся рыба ушла. Слушай, а вот тот товарищ, видишь, я тоже прибыл. Вон, видишь глаза? Ну, И это, на тройник одну весишь, и намного это, лучше, да? лучше получается. А у тебя не тройник. Так у меня вон, смотри, видишь, она сама как рыба. Я понимаю, вот сюда бы как глаз, да, и ловилось получше. Я уже Ясно. ну я думал целый короб рыбу, блядь. А того ни одного нет. Карась есть. Как карась? Жареным давай сюда. Жареным оставьте мне. Давай. На щуку давай меняемся. А ты его взять. На 25 шире. Ну вот, друзья, зашел погреться к ребятам в балок, мужикам. Вот. Смотрите, у них тут печка. Это самая, вот такая маленькая, из бочки. Вот. Вот так они освещаются. Вот там аккумуляторы стоят. Аккумуляторы специальные. Вот. Утечки. Так, вот. Ребята здесь рыбачат, рыбаки. Здесь вот двухместка, да, она у вас получается? Наверное. Вообще это не место. Это просто на кондёвку приезжаешь, пару раз чай попил. Ну. Быстро, да, еще. Ага. Не для ночевок, короче, да? Не для ночевок. Он там специально ребят это сидят. делал. О, рыбачат он там. Вот так вот покажем поближе. Я просто замерз, поэтому решил зайти, погреться. Че, стоит балок. Печка топится. Хозяин здесь. Нет, я не хотел. А, ну не хозяин, ну как бы, да, здесь. Арендатор. Арендатор здесь. Вот. Мужики здесь рыбачат. Нам много наловили так за эти дни? Пару мешков. Пару мешков. 2,5 где-то. Ага. Ну вот Сегодня удочку отогреть. мешок он, по-моему, почти. Ну. Удочку отогреть зашли, да? Там замерзает вообще конкретно, да? А вот эта катушка замерзла, да? Не, катушка не замерзла, вон это. А, замерзла вот этот кивок, Петля, да. кивок, да. Да. Вот такой вот замерз. Ну да, это леску собираешь, когда она начинает замерзать, да? Ну, да. Ну, вот. Прям внутри она там замерзает, прям в этой в проволоке в этой. Наверное. Да, ее надо это хорошо отогреть. Катушка вот такая вот вообще замерзает, друзья. У меня была такая вот. А вообще замерзает. Не, лучше повесь вот здесь отогреться, пускай висит на крючках там.
О, туда сетку, ага, вот здесь вот точно. Быстрее это идет. Сегодня пойду, да, поеду домой. Разобраться надо. Все, уже отмучился, да, сегодня? Сегодня поедешь домой. Вот. Завтра пойду, узнаю, что-то хреновина. Полгода платил этому, как его, за квартплату. Потом, а и опять письмо счастья пришло, когда заплатишь. Да? Ничего себе. Я Надо, что, за 3 квартиры должен платить? надо идти разбираться. А квитанции-то сохранил все? По суду уже какие квитанции. Понял. Ну вот, дорогие друзья, на этом заканчиваем наш сюжет. Сейчас мы собираемся. В общем, я сходил к ребятам, поснимал баллон, погрелся. Погодка не очень, клев не очень. Ну, что могли, то поймали. В Якутии не всегда, как вы знаете, ловится. Кто смотрит часто канал, знает, что порой у нас бывает и глухозимье, и безрыбье, непогода и все остальное. В общем, в этом году вот так. Так что ждите сюжеты. Сейчас будет рыбалка на ряпушку, следующие сюжеты, и будет розыгрыш поездки в Якутию.